мы всех, да, никого не забыли. Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц, опросили, как и планировали, представители органов национальной безопасности и внутренних дел. На этом исследование материалов по делу Дюшенбековой Гульнары Султанбековны считается оконченным. В связи с этим предоставляется право заключительной речи. Гульнара Султанбековна, прошу пройти к трибуне. Спасибо. Уважаемые судьи Конституционного суда, статья 95 Конституции устанавливает неприкосновенность судьи, и одним из элементов которой выступает особый порядок привлечения его к уголовной ответственности. Правовой иммунитет судьи не право судьи, а важнейшая и необходимая гарантия осуществления им своей профессиональной деятельности. Неприкосновенность судьи и независимость должны защищать его от любой угрозы, на мой взгляд, запугивания или произвольных мер, направленных против него со стороны как государственных органов, так и должностных, а равно и других лиц. Однако неприкосновенность судьи не означает его абсолютную безнаказанность, а устанавливает лишь особый порядок уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности. Гарантии независимости судьи предусмотрены нашей Конституцией и Конституционным законом о статусе судей Кыргызской Республики, не могут быть отменены или снижены ни при каких обстоятельствах. Исходя из особого места, занимаемого прокуратурой в системе государственных органов, ее обособленности в механизме разделения властей, на генерального прокурора возложена функция уголовного преследования высших должностных лиц, в том числе получение у Совета судей согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности. Таким образом, предусмотрен Конституцией и законом правовой иммунитет судьи, процедура внесения представления генеральным прокурором о получении согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности, а также сама процедура дачи такого согласия Советом судей в своей совокупности как раз-таки обеспечивает рациональное функционирование всей системы государственной власти, основанной на системе сдержек и противовесов и исключения предвзятого отношения к вопросу привлечения судьи к уголовной ответственности. Однако, уважаемые судьи, возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией уголовного преследования, в ходе которой дается юридическая оценка о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела в отношении судьи и в целях ограничения круга лиц, имеющих право давать юридическую оценку о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела в отношении судьи и снижения возможности воздействия на судью. Конституционная палата Кыргызской Республики в своем решении от 27 декабря 2013 года определила ее как исключительную компетенцию Генерального прокурора. Вместе с тем, проведение доследственной проверки в отношении судьи, вне зависимости от того, кем она проводится, так или иначе, будет расцениваться как воздействие на судью, и здесь важным является обеспечение принципа законности на данной стадии досудебного производства. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости новых подходов законодательной регламентации вопросов уголовного преследования должностных лиц, которые обладают процессуальным иммунитетом. При этом необходимо учесть, что изъятие из принципа равенства всех перед законом и судом и, соответственно, различные действия уголовного процессуального закона в отношении отдельной категории лиц должны допускаться исключительно в силу публично-правовых интересов. Особый процедурный порядок уголовного преследования судей вовсе не означает, что судья не может быть привлечен к уголовной ответственности. Законодательное регулирование в этой сфере должно идти в направлении, исключающем превращение иммунитета в личную привилегию. Соответственно, регулирование отношений по поводу уголовного преследования судьи за совершенное им деяние требует от законодателя соблюдения на основе принципа соразмерности баланса таких конституционно значимых ценностей, как принцип неотвратимости уголовной ответственности с одной стороны и независимости и неприкосновенности судьи с другой. Мои оппоненты, также сторона ответчика, некоторые оппоненты, отмечали в своих выступлениях, что порядок возбуждения и привлечения судьи к уголовной ответственности
отнесен исключительно к компетенции генерального прокурора. Однако в данном ходатайстве ставится вопрос о начале порядка досудебного производства, в частности, внесение соответствующих сведений в единый реестр преступлений, когда уголовное дело еще не возбуждено и обвинение не предъявлено. Этот вопрос УПК не урегулирован должным образом. По моему мнению, редакция частей 1, 3 статьи 145 и части 1 статьи 153 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, регламентирующая основания начала досудебного производства и порядок доследственной проверки, дает безгранично всем прокурорам и следователям правоохранительных органов право к началу досудебного производства с момента внесения соответствующих сведений в ЕРП. Соответственно, оспариваемая норма обоснованно вызывает сомнения о соответствии нормам Конституции, поскольку досудебное производство осуществляется не только в форме следствия, но и в форме доследственной проверки, то есть с момента внесения сведений в единый реестр преступлений до направления дела в суд, прекращения уголовного дела, либо отказа в возбуждении уголовного дела. Предоставляя право внесения соответствующего сведения в единый реестр преступлений, прокурору, следователю, законодатель не прописал алгоритм действий в отношении судьи как лица, в отношении которого применяется особый порядок производства. То есть особый порядок прописан только с момента возбуждения дела. Также хочу обратить ваше внимание, что оспариваемые нормы находятся в особенной части Уголовно-процессуального кодекса, то есть в той части кодекса, которая регулирует досудебное производство, судебное производство, специфический порядок производства, контрольное производство по еще не вступившим в свою законную силу приговорам, постановлениям судов и так далее. То есть в этой части, в которой установлен исчерпывающий круг действий и процедур. Поэтому на основании изложенного я просила бы удовлетворить мое ходатайство и признать части 1, 3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики противоречащими пункту 1 статьи 61 и пунктам 1 и 4 статьи 95 Уголовного кодекса, статьи Конституции Кыргызской Республики, прошу прощения, поскольку они не содержат конкретных нормоположений, отвечающих принципу правовой определенности, ясности и четкости изложения, исключающих их расширительное толкование и произвольное применение. Сегодня мы заслушали представителей МВД, следственных органов, представителей МВД и ГКНБ, из которых стало понятно, что любой следователь, любой прокурор имеет право зарегистрировать сведения в единый реестр преступлений и проводить определенные следственные действия, которые предусмотрены нормами процессуального кодекса. И об этом они информируют надзирающего прокурора, но не генерального. И кроме этого, только после сбора определенных сведений, которые позволят либо возбудить уголовное, либо отказать в возбуждении уголовного дела, информируется генеральный прокурор. Причем это делается не следователем, а это делается надзирающим прокурором. Кроме этого, уважаемые судьи, я хочу обратить ваше внимание, что сегодня представители ГКНБ и МВД сказали о том, что сторожевая карточка выставляется только на предмет информирования в отношении отдельных лиц, даже если им не присвоен статус свидетеля, на предмет информирования пересечения ими границы. И в течение, пока полет будет осуществлен, у представителей следственных органов имеется возможность приехать и выяснить, с какой целью он вылетает. Но на самом деле, на практике, такие сторожевые карточки выставляются, и сотрудники погранслужбы не пропускают лицо, в отношении которого имеется сторожевой лист, приглашают представителей следственных органов. И фактически эти лица не могут покинуть страну. Хотя эти лица даже не были допрошены в качестве свидетелей. Это есть живые примеры
и есть такие люди, которые обращаются к нам, к адвокатам, за помощью, и пока данное дело, пока ему статус не придан, значит, ему не разрешают покинуть. Это, в частности, со стороны следственных органов ГКНБ. Кроме этого, я привела пример, уважаемый суд, почему я обратилась с данным ходатайством. На мой взгляд, это были вопиющие нарушения в отношении, значит, судьи, экс-судьи Урусбаковой. И хотела бы отметить, что даже обвинительный акт в отношении Урусбаковой был утвержден заместителем прокурора города, даже не прокурором города и не генеральным прокурором, хотя факт возбуждения уголовного дела – это прерогатива генерального прокурора. Большое спасибо. Присаживайтесь. Самат Кыштобекович, вам предоставляется право заключительной речи. Саламатар. Уважаемый Тураға, уважаемый судьи Конституционного суда. Основываясь на принципе равенства всех перед законом и судом, неприкосновенность судьи должна быть связана исключительно с осуществлением его деятельности и не должна обеспечить его личную безопасность, а должна устанавливаться прежде всего в интересах государства и общества. В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики судья обладает правом неприкосновенности и не может быть задержан или заключен под стражу, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления. Из норм законодательства следует, что при наличии достаточных оснований и с соблюдением установленных процедур судья может быть привлечен к уголовной ответственности. В Кыргызской Республике судья пользуется определенным иммунитетом и гарантиями для обеспечения их независимости. Помимо этого, законодательство Кыргызской Республики достаточно отражены гарантии по неприкосновенности судей по их деятельности. Следовательно, можно считать, что установление законодательством особого порядка до судебного производства в отношении лиц, обладающих иммунитетом, в достаточной мере отвечает принципам уголовного законодательства, международным стандартам независимости судей и требованиям Конституции Кыргызской Республики. На основании изложенной руководства статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Дюшенбекова и Гульнара Султанбековны о проверке конституционности части 1 3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим пункту 1 статьи 61 и частям 1 4 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Дюшенбековой Гульнары Султанбековны о проверке конституционности частей 1.3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Прошу всех встать.